Маршал Дома Сярга – это вечерние новости на канале ЧДП. Лидеры стран НАТО из Европы и Северной Америки прибыли на этой неделе в Вашингтон на саммит Альянса. На повестке дня встречи помощь Украине, а также укрепление единства в обороне и обеспечении безопасности. На мероприятии, посвященном 75-летию НАТО, Байден заявил, что Украина не отступит перед лицом российской агрессии. В Европе агрессивная война Путина против Украины продолжается, и Путин хочет ни больше, ни меньше, чем полностью подчинить Украину, чтобы положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Украины и стереть Украину с карты. И мы знаем, что Путин на Украине не остановится, но не заблуждайтесь, Украина может и остановит Путина, заявил он. Военные базы США и Европы привели в состояние повышенной готовности в конце июня в связи с информацией о том, что поддерживаемые Россией субъекты могут совершить диверсии против американского военного контингента. По их словам, разведка США в течение последних 2 недель получила данные, свидетельствующие о том, что Россия рассматривала американские базы и военный персонал в качестве вариантов для проведения атак через доверенных лиц. Эта информация, как отметили источники, была сочтена достаточно тревожной, чтобы ввести дополнительные протоколы безопасности. Министерство юстиции США заявило, что пресекло дезинформационную кампанию России, осуществляемую бот-фермой при поддержке искусственного интеллекта. Цель заключалась в том, чтобы посеять раздор в США и других странах. План был разработан высокопоставленным редактором российской государственной телерадиокомпании РТ, финансировался Кремлем и поддерживался ФСБ. Американские чиновники изъяли 2 интернет-домена и заблокировали почти 1000 фальшивых профилей. Действия США стали первым случаем уничтожения поддерживаемой Россией бот-фермы социальных сетей, работающей на основе искусственного интеллекта, целью которой было повлиять на геополитические сценарии. Ариан-6, европейская ракета нового поколения, успешно стартовала во вторник со стартовой площадки в Куру, французская Гвиана. С задержкой на час из-за незначительной и устраненной утром проблемы инженеры включили в 21:00 по парижскому времени 2 разгонных блока 56-метровой ракеты и двигатель Vulcan ее основной ступени. Сборная Испании стала первым финалистом проходящего в Германии футбольного чемпионата Европы, победив в полуфинале Евро-2024 сборную Франции. В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды-Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Испания в 5-й раз в своей истории выходит в финал чемпионатов Европы. Это были все новости на канале ЧДП. Шумасера Адикюэл Маш Ойл.